Меня зовут Люба, я мама 4-летней Даны. Дана у меня родилась на 30-й неделе беременности, но история ее недоношенности начинается гораздо раньше. Я прошла 3 консилиума, которые запретили мне рожать, и в итоге я приняла решение все-таки продлять свою беременность и прошла всю беременность под пристальным наблюдением врачей. Вот. Я стояла на учете в клинике «Аврора», вот, и была постоянно, я приходила к своему врачу, к терапевту практически каждую неделю. Анастасия Васильевна. Я ей очень благодарна за то, что она вела мою беременность. Гинеколог Светлана Николаевна тоже была очень чутким специалистом. Где-то на 28-й неделе беременности у меня началась преэклампсия. Меня срочно увезли в медцентр, поместили в реанимацию, и все-таки удалось как-то стабилизировать состояние. И 2 недели я провела в медцентре на сохранении, и на 30-й неделе все-таки у меня началась отслойка плаценты в связи с преэклампсией, и было принято решение об оперативном родоразрешении. Вот на 30-й неделе беременности я стала мамой девочки ростом, она была очень высокая, ростом 45 сантиметров и весом 1 килограмм 620 граммов. Ее сразу увезли, я услышала, как она заплакала, как тихо-тихо так котенок мяукнула, что она жива, и это было очень для меня радостно. Вот. И я хотела ее увидеть хотя бы одним глазком, но ее сразу увезли в реанимацию. Вот. Поместили в кювез и увезли в реанимацию. Меня тоже поместили в реанимацию, и ребенка я своего увидела через сутки. Нам разрешали своих детей увидеть раз в день. Мы приходили, разговаривали. Я приходила, разговаривала со своим ребенком, обещала ей показать мир, рассказывала, какая у нас будет с ней замечательная жизнь. В медцентре, я помню, были часы. Я приходила пораньше и стояла под этими часами. И они очень громко тикали, и это навсегда теперь будет ассоциироваться у меня с реанимацией. У дочки начался некротизирующий энтероколит, ей отменили кормление. Несколько раз облучали рентгеном, показывали, насколько сильно у нее вздут кишечник. Первые дни были самые сложные, наверное, когда ты не знаешь, что это такое, ты не знаешь, с чем ты столкнешься, ты не знаешь, будет ли жить твой ребенок. Это было очень сложно, действительно. Но я запретила себе плакать, потому что я вычитала, что между матерью и ребенком 30 дней после рождения есть гормональная связь. И я понимала, что если я буду стрессовать, то и ребенку будет не сладко, да? Ей и так плохо. Вот. И в какой-то момент я просто сказала, что я просто доверю своему ребенку, потому что у нас хорошая медицинская помощь, хорошие специалисты, но все зависит от самого ребенка, от его характера, от его бойцовских качеств, от его желания жить. И я просто подумала, что я доверю своему ребенку, я буду доверять ей и буду просто рядом. В итоге операция не понадобилась, все, лекарства помогли, и где-то на 8-й день нас перевели в палату интенсивной терапии. Это было просто волшебно, как праздник. Это было очень волнительно. Я очень радовалась, что наконец-то ее вытащили из кювеза, что я могу ее взять на руки, что я могу ее нюхать, целовать, обнимать. Вот. Мы стали сразу практиковать метод кенгуру. Первое время, да, было страшно, а потом уже привыкаешь.
что, ну, тебе кажется, что у тебя абсолютно нормальный ребенок. Наоборот, когда мы вот на всяких УЗИ, то есть возили своих детей по медцентру и видели доношенных детей, которых тоже обследуют, мы просто... Почему у них такие огромные дети? Нам было очень странно, что дети не огромные, ну, доношенные дети не очень большие были по сравнению с нашими. Первые дни я не видела никого с недоношенным ребенком. Это было очень сложно. Казалось, что я одна на всем белом свете, у кого недоношенный ребенок. Вот. И когда я попала в ЛПНД, я поняла, что таких нас много. Ну как много? Такие есть, такие мамочки есть с такой же проблемой. Было уже легче с кем-то разговаривать и так далее. Когда довольно сложно, когда ты родила, находишься, лежишь в палате с мамой, у которого уже, у которой есть ребенок на руках, абсолютно доношенный, которого она кормит, ребенок плачет, а у тебя никого нет, ты лежишь, и тебе очень страшно, это тяжелый момент. На протяжении 10 дней мы были разлучены. Вот. Меня выписали из-за того, что у меня поднялась температура. Это было обострение пиелонефрита. Я очень сильно плакала. Опять же пошла лечиться в Аврору. И в это время, вот сейчас мы все носим маски. И я тогда, это был 17-й год, я носила маску 24/7 просто. Я спала в маске, я ходила в маске. Мне было очень важно не подхватить какую-то инфекцию, потому что мне очень хотелось вернуться к ребенку. К ребенку, естественно, тогда не пускали, потому что я все-таки выписалась с температурой, мало ли что, да. И я просто приходила каждый день в медцентр. Я то памперсы принесу, то принесу там мазь, то просто приду, посижу, да, то есть мне было очень важно, чтобы она чувствовала мое присутствие в здании. Вот. Иногда я просто приходила, сидела на первом этаже и мысленно разговаривала с ребенком, что мама не бросила, мама здесь, и мама обязательно вернется. Да, первое время я все время плакала, когда я вспоминала это, когда я думала об этом. Даже когда думала об этом, я плакала, потому что лежа в больнице, я запрещала себе плакать совсем. Потом я все-таки обращалась за помощью к психологам, и об этом надо говорить, надо выговариваться. Вот. Все равно невозможно сделать так, чтобы это прошло бесследно. Это невозможно. Но для матери это все равно будет большая психологическая травма. Вот. Как бы ни случилось, да? Как бы все удачно не прошло, как бы легко сам ребенок это не прошел. Для матери это всегда будет очень большая психологическая травма. Я общалась всегда с девочками, которых я знаю. Вот у нас есть группа, да, это девочки, с которыми мы сидим в Твиттере. Вот. И я всегда получала от них очень много поддержки. Вот. Также у меня есть группа со своими коллегами, я тоже от них получала очень много поддержки. Они все понимают, что недоношенный ребенок это немножко другое, чем доношенный ребенок. Я ниоткуда не черпала, когда ты становишься матерью, они появляются сами по себе. Вот. Ты видишь своего ребенка, и ты знаешь, что ты хочешь для него лучшего. И вот оттуда ты черпаешь свои силы. Тебе не жаль себя. Очень хочется, чтобы ребенок был здоров и счастлив. Очень долго я
винила себя, очень долго испытывала чувство вины. Но потом это тоже проходит. Ты понимаешь, что это жизнь, что так сложилось, и перестаешь винить себя. Мне кажется, это нормальная реакция матери, да, вот когда что-то происходит с ребенком, ты сразу начинаешь проецировать это на себя. И да, ты винишь себя, но ты в этом не виновата. Действительно. Но это осознание приходит со временем. Я, наверное, лет до 3 себя винила, пока ребенку не исполнилось 3, а потом я просто поняла, что я сделала все, как могла. Они должны быть готовы поверить в своих детей. Они должны быть готовы быть сильными, не терять самообладание. Должны быть готовы бороться за своего ребенка и прилагать все силы для того, чтобы ребенок был окружен любовью и заботой, даже находясь в реанимации. Потому что в основном от родителей зависит только это, то, что ребенок будет в любви. Основную борьбу берут на себя сам ребенок и врачи, медсестры. Это твой ребенок, ты его принимаешь таким, какой он есть. Да, ты понимаешь, что он сейчас довольно в серьезной обстановке, в серьезной ситуации. Ты понимаешь, да, что он меньше, чем другие дети. Ты видишь просто, что он красного цвета, бордового цвета, что ты видишь все жилки по телу, да, вот эти все, очень тонкая кожа, она просвечивает все вены, и ты эти вены видишь. У тебя очень тонкие ручки, очень тонкие ножки. У моей дочери не было ушей, да, сформированных, была лишь тонкая кожа. Ты все это понимаешь, но ты видишь все равно, что это твой ребенок, и он такой же, как все. Сначала это была тонкая кожа, прилипшая к голове, а затем к месяцу это были уже какие-то эльфийские ушки, остренькие такие. И в течение еще 1 месяца они раскрывались как лепесточек. Вот. И у нее сейчас есть ушные раковины. Ей сейчас 4,5 года, она ходит в садик и ничем не отличается от других детей. Она активная, с очень сильным характером. Она всегда знает, чего хочет, она добивается того, чего она хочет. И действительно, это у недоношенных детей очень сильный характер. Я вижу это по детям, которых я знаю, с которыми лежали в больнице. Они действительно очень волевые.